Кутмандуу күнүңөр менен достор, билесизби KG долбоору Инстаграмдагы баракчасынан өзүнүн түз эфирин баштап жаткан учур достор бизге ар тараптуу суроолорду жөнөтүп тиешелүү адистерден жоопторду алсаңыздар болот. Ал үчүн 0704 004608 WhatsApp номери же болбосо биздин билесизби KG сайты. Достор, биз жарыялап өткөндөй эле бизде бүгүн конокто Билайн компаниясынын топ менеджери Тилек Ахматов байкебиз конокто. Бүгүн сиздер менен биргеликте биз Тилек байкенин ийгилик сырларын жана сиздерге арналган кеңештерин бөлүшмөкчүбүз. Андыктан суроолор болсо жөнөтүп жоопторду алып туруңуздар. Саламатсызбы Тилек байке? Денсаулыктарыңыз, иштериңиз жакшыбы? Саламатчылык, ооба, рахмат, жакшы. Ошол бүгүн сиз менен ийгилик темасында сөз козгойлу дедик. Бизге кайрылган жаштардын көбү келечекте өзүнүн жолун тапкан ийгиликтүү адам болгусу келишет да. Ар тараптан ошо кеңеш иштешет. Бүгүн ошо сиз менен ийгилик темасына бара барсак. Тилек байке, айтсаңыз, ийгилик деген сиз үчүн эмне? Жана өзүңүздү сиз ийгиликтүү адам деп эсептейсизби? Деги эле ийгилик бул кандай нерсе? Кандай адам ийгиликке жеттим деп кайсы учурун айта алат? Игилик дегенде, наверное, для всех это у каждого свое. В смысле, каждый считает, что достигает успеха по-разному. Для кого-то успех это семья, в смысле, жить в согласии с собой. Для кого-то успех это признание миллионов человек и так далее. Да, я считаю себя успешным. Мне нравится то, что происходит со мной в жизни, мне нравится моя работа, я люблю свою семью, жену, детей, родителей. Считаю, что да. Ийгиликтүү адамдын сапаттарын айтып бере аласызбы? Кандай адам ийгиликтүү деп атасак болот? Кайсы адамды ийгиликтүү деп атабайсыз? Опять же, нету такой, наверное, мерки, чтобы померить. То есть и не всегда верьте тем, которые говорят или обвиняют, или в смысле говорят, вот этот человек успешный, этот неуспешный. В первую очередь, наверное, это должно исходить от самого себя, то есть по вашим самоощущениям. Но, наверное, есть все равно характеристики, благодаря которым, в смысле, человек становится успешным в той или иной степени. Если только не повезло очень сильно, вы один из миллиона, и вы случайно не выиграли в лотерею миллионы долларов, всем остальным приходится работать для того, чтобы стать успешным. Сиз азыркы абалга жетиш үчүн көптөгөн жолдорду басып өткөнүңүздү билебиз да. Бир канча кыйынчылыктарды башыңыздан өткөргөнсүз. Ошол өзүңүздүн жолуңузду айтып бере аласызбы? Башыңызда кандай кыйынчылыктарды өткөрдүңүз? Эмнелерге туш болдуңуз? Мисалы, алгач мектепти бүтүп келгениңизде что? Ну, на самом деле, как раз в школе проблем было, наверное, меньше всего. В смысле, и как-то было достаточно легко. Я не помню, чтобы в начальной школе, по крайней мере, до выпускных классов, я очень сильно напрягался, очень много работал. Хотя, с другой стороны, иногда вот мама шутит и говорит, что я никогда не заставляла, я никогда не сидела с тобой и не учила уроки. Я никогда не спрашивала у тебя, что тебе задали. Все, что она спрашивала, обычно как дела. Я всегда говорю, хорошо, показывал дневник, там полный пятерок и так далее. То есть закончил на золотую медаль. И все было хорошо вначале, ну, наверное, потому что мне давалось легко, мне было интересно. Когда я начал напрягаться, в смысле, когда нужно было, то есть выкладываться, это уже, наверное, как последние классы школы, я перешел в лицей. В лицее это был, наверное, другой уровень. Приходилось, иногда было очень сложно, мы очень много работали. В смысле, другого рецепта, чтобы стать успешным, кроме как очень много работать, я не знаю. В смысле, очень много работать, это как фундамент любого дома. Когда вы строите дом, вы можете делать все, что угодно. Вы можете сделать стены из самого дорогого материала. Вы можете, в смысле, построить там 3, 5, 10, 100 этажей. Но если у вас не будет фундамента, это все будет очень ненадежно. И, к сожалению, вот я в своей жизни видел людей, которые надеялись на то, что им повезет. Я видел людей, которые не хотели работать, говорили, что я буду искать другой путь. Это слишком сложно. Я видел людей, которые искали лифты, которые искали волшебным образом, что, в смысле, можно перескочить через несколько этажей. В смысле, и чаще всего эти люди потом оставались у разбитого корыта. К сожалению, надо идти работать над собой каждый день. Будут по дороге неудачи, будут проблемы, в смысле, их надо преодолевать и так далее. Ну и возвращаясь к моей истории, я извиняюсь, что отвлекаюсь, я люблю поговорить. Возвращаясь к моей истории, да, было сложно очень в лицее, например, было сложно очень выучить английский язык. Потому что, к сожалению, несмотря на то, что я был отличником в своей сельской школе, английский язык я знал на уровне who is on duty today и так далее. И London is the capital of Great Britain.
Мне пришлось за 1 год выучить очень хорошо язык. Это было очень сложно. Наверное, можно рассказывать, в смысле, наверное, можно написать полкниги о том, как мы учили. Весь мой класс, весь наш лицей учил английский язык. Было очень сложно. Учились мы по 8 часов в день. Помимо 8 часов каждый день мы еще по 2 часа делали домашнее задание. В общем и целом с 14 лет, вот целый год, я около 10 часов в день учился. Больше половины из этого я учил английский язык. Как итог, первое место в областной олимпиаде, несколько раз участие, призовые места в республиканской олимпиаде. Да, в смысле, это был тот успех, который пришел через тысячи тетрадных листов, через тысячи упражнений, через запоминания, через стертые пальцы. У нас был очень интересный учитель английского языка, который... Мы учили английский язык по учебнику. Каждую неделю мы проходили одну главу. В одной главе было около 10 страниц рукописного, машинописного текста, 10 страниц в книге. Каждую неделю мы сдавали экзамен всем классам. По результатам экзамена у нашего учителя были правила Чингисхана. Если весь класс в среднем набирал хорошую оценку, все было хорошо. Если весь класс в среднем набирал плохую оценку, то нас заставляли переписывать все 10 страниц по 10 раз, по 20 раз, иногда было по 50 раз. Просто нужно переписать 10 страниц от запятой до запятой 50 раз, если весь класс завалил задание. Когда ты переписываешь 50 раз 10 страниц, у тебя в памяти отпечатывается все, от запятой до любых слов. То есть так, наверное, в смысле, может быть, можно было и лучше, и эффективнее выучить, но так я выучил английский язык. Самое первое, что нужно в изучении языка, это усердие, ну и очень много работы. Вы не выучите язык, даже если вы пойдете на самые лучшие, самые дорогие курсы, если у вас не будет желания работать каждый день, на протяжении многих дней, многих месяцев, каждый день, по несколько часов. Конкретно тактики какие, да, в смысле запоминать словарный запас, как использовать эти слова, диалоги и так далее. Этих технологий очень много. Благо сейчас интернет есть, Google есть, вы прекрасно можете. Но самое главное, целью систематично понять, что я хочу делать, как я это буду делать и придерживаться этого. Это в любом смысле, этот рецепт, наверное, везде применим. Есть такое понятие, как 10 тысяч часов. Чтобы вас кто-то назвал профессионалом в чем-то, вам нужно потратить 10 тысяч часов в этом. Вот теперь просто примерно представьте, 10 тысяч часов. В сутках 24 часа. Это значит, в смысле, в этих сутках вы еще должны спать, кушать и делать что-то другое. Давайте предположим, что вы занимаетесь очень упорно. Чем угодно, изучением языков, изучением еще чего-то, спортом, да чем угодно. В смысле, хотите стать суперповаром? 10 часов в день на протяжении 500 дней. 1,5 года, 10 часов в день вы занимаетесь чем-то. После этого вы можете сказать, да, свои 10 тысяч часов я отработал и могу считаться профессионалом, скорее всего, в какой-то области. Нет, к сожалению, это не так. Не знаю, открою вам секрет или нет, но не все, что вы делаете, будет вам нравиться. И иногда нужно будет уметь делать вещи, которые вам не нравятся. Я люблю разговаривать, но я по натуре интроверт. Мне очень тяжело, особенно когда ты управляешь людьми, легче людьми управлять экстраверту. Душа компании, веселый, 2-3 слова, становится другом, ему очень легко, он тратит энергию, он каждый день утром приходит, проходит через полофиса, здоровается со всеми, спрашивает, как дела, шутит и так далее. Это легко. Мне, например, это тяжело, но я знаю, что управлять людьми, в смысле, надо этого добиваться. Мне это не очень нравится, мне не по душе, мне бы по душе где-то с книжкой сидеть дома, тихо, мирно, или работать одному, как профессору там, какого-нибудь или ученому, но, к сожалению, не получилось так. Пришлось делать то, что мне не всегда было по душе. Я бы не сказал, что у меня была любовь к английскому языку, но я понимал, что английский язык очень нужен и очень важен. Приходилось переступать через себя.
Когда я говорю, в смысле, это тоже один из рецептов успеха. Всегда надо переступать через себя. Когда вы начнете заниматься, если вы поверите в эти 10 часов, поверьте мне, вы 10 раз пожалеете, что вы начали это. У вас 10, сотни раз будут такие моменты, когда к черту я хочу все бросить. Все надоело. Вы найдете десятки причин. Зачем нужен этот английский язык? Лучше я буду изучать китайский. Я буду торговать на базаре, в смысле, я заработаю больше. Я читал жизнеописания миллиардеров, никто из них не учил английский язык и так далее и тому подобное. Каждый раз нужно будет переступать через себя. Нет, обязательно такого условия нет. Но мы живем в этом мире, на этой планете, где больше 7 миллиардов человек. Каждый день с утра до вечера, если вы не живете на необитаемом острове, вы встречаетесь с людьми. Очень редко бывает работа, которая не требует взаимодействия с другими людьми. И да, вам может повезти, вы один из миллиона, вы гениальный ремесленник, который работает сам по себе, творит гениальные вещи, зарабатывает очень хорошие деньги. Вам ни с кем не надо общаться. Но вряд ли кому-то, в смысле, вряд ли многим так повезет. Большей части надо общаться, уметь общаться с людьми. Уметь общаться с людьми, развивать чувство эмпатии в себе. Мен каалаган окуу жайга окутпай жатышат деп сөзүн укпай туруп өзүм каалаган жерге тапшырсам туура болобу кандай ойдойсуз? Кээ бирде ошо ата энелер балдардын максатын өздөрү чечип коет да, тилеп байкес өзүнүн көз карашына карап туруп. Кээ бир учурда бала жакпай жаткан нерсесин сураса ата эне укпай койсо болобу ошону? Я думаю, здесь опять не будет четкого ответа. Если я скажу, что не слушайте своих родителей, большая часть не послушает, в половине случаев они будут неправы. Если я скажу, слушайте своих родителей, то в половине случаев, отучившись 4-5 лет, человек поймет, что зря это сделал. Поэтому, к сожалению, здесь какого-то достоверного одного рецепта нет. Нужно прислушиваться и нужно уметь анализировать. Вот одно из важнейших для меня характеристик, или то, что человек должен уметь делать, это критически мыслить. Это значит слушать кого-то, читать чье-то мнение и потом пытаться понять, правильно оно или нет для самого себя. Неважно, от кого вы слушали. Вы слушали это от президента страны или от папы, от друга или от мамы. Вам важно понимать, формировать свое мнение. И в этом случае, в смысле, когда родители советуют, родители, одно я точно знаю, родители точно не хотят вам плохого. Они понимают и видят жизнь по-своему, и они хотят, видят это по-своему. Подходит ли это вам? Хороший вопрос. Во многих случаях подходит. Бывают случаи, когда не подходит. Да, родители, к сожалению, то же самое, скорее всего, переживете и вы. Мир меняется, люди не меняются так быстро, как меняется мир. И не всегда люди поспевают за этим. Сиздин бир күндүк жумушуңуз кандай өтөт? Мисалы, менин жумушум дүйнөдөгү эң жакшы жумуштардын бири деп эсептей тургандай. День проходит, ну да, в смысле, мне очень нравится моя работа. Что мне конкретно нравится, как проходит мой день? Моя работа – это общение с людьми. С утра до вечера есть масса интересных проектов, интересных вещей. Иногда проблем, иногда вызовов, где я совместно со своими коллегами решаю, как сделать ту или другую вещь, продукт, цену, что угодно. Что мне нравится в моей работе, это то, что мы постоянно ищем что-то новое. Мы творим, создаем что-то новое, то, что раньше никто не делал, по крайней мере, в этой стране или в этой компании. Мы создаем то, что продукты, услуги, то, чем пользуются потом люди. Тысячи людей, миллионы людей. Это мне доставляет удовольствие. Что результат моего труда потом покупается, используется большим количеством потребителей, людей. Не знаю, делаю время потехи час, в смысле, это, наверное, сотни лет уже люди повторяют эту поговорку, да, здесь как бы нужно, я не говорю, что забудьте про все, учитесь, работайте, потому что жизнь дается один раз. В жизни нужно уметь выдержать баланс, потому что жизнь это не только работа, жизнь это не только преодоление трудностей,
Хотя это очень важно, в смысле, это занимает очень большое место, но надо соблюдать баланс. Иногда, в смысле, надо уметь развлечься, надо уметь отдохнуть, надо уметь общаться с друзьями, читать интересные книги, смотреть интересные фильмы, посещать новые страны, смотреть новые места. То есть, ну и при этом задавайте себе вопрос, заслужил ли я это. Сейчас я учусь. Я хорошо учусь? Да, в смысле, я хорошо учусь. Я много труда вкладываю, это значит, я имею право отдохнуть, расслабиться время от времени. Как я говорил, делаю время, потехи час. Да, час в день я могу себе посвятить, потому что у меня все хорошо. Если у меня все не очень хорошо на моей работе, в смысле, на моей учебе или еще где-то, то, наверное, лучше это время посвятить тому, чтобы стало лучше там, чтобы заслужить это право на отдых, на развлечение. Siz üçün akça деген эмне дейт? Өзүңүздү баймын деп эсептейсизби дейт? Жоқ, бай деп эсептелейм. Вряд ли я могу сказать, что я очень богатый. Деньги точно не самоцель. И наличие, наверное, денег, в смысле, это не успех сам по себе. Но деньги это один из критериев успеха. Деньги это то, в том числе измеряется успех. В признании, в славе, в деньгах, в том, что ты приносишь обществу, в том, что ты приносишь людям. Поэтому деньги играют важную роль. Про это никогда не надо забывать. Хотя мы и не забудем, у нас такое общество, что никто уже не думает, что деньги не важны. Или единицы думают, что деньги не важны. Ошол көп акча сунуштап, айлык сунуштагычылардан баш тарткан учурларыңызды билебиз да. Ошол эгерде ошол айлыктардан баш тартпасаңыз, мүмкүн азыр бай адам болуп калмактырсыз. Ошончо акчадан баш тартыбас эмне түрткү болду? Да, наверное, был у меня случай. Один яркий, явный случай в жизни был, когда я стоял на перепуте, было два варианта. Здесь и сейчас начать хорошо зарабатывать, но отступиться от своих принципов. Наверное, несколько раз в жизни такое было. Но чаще всего я выбирал принципы, потому что деньги это важно, но это не все. Мисалы, сиз көп кесиптештер менен иштейсиз да, анан бизге мындай суроо келген, кантип кесиптештер менен туура тил табыша алам, ошонун сырлары барбы деп. Биз жумушка барганда көп мындай сырлар жаралат. Вы знаете, я интроверт, я не так люблю общаться с людьми, но при этом у меня есть качество, я понимаю людей. Есть такое качество людское, как эмпатия, оно так и называется, эмпатия. Это способность понять человека, другого человека, который сидит напротив тебя, с которым ты общаешься, с которым ты иногда даже споришь. Я могу понять очень многих. Принять я могу не всех. Принять их точку зрения, но понять эту точку зрения достаточно просто. Если сесть, задаться себе целью, зачем этот человек себя так ведет, почему он так себя ведет. Если задуматься, наверное, можно понять. Мне, например, в смысле, в этом сильно помогли книги. Потому что каждая книга – это описание внутреннего мира других людей в разных странах, в разных эпохах. В смысле, начиная, даже фантастические романы, в смысле, даже не в этой вселенной. Но все равно это книги про людей. Когда я читал много книг, я думаю, что это один из рецептов моего успеха или один из критериев, почему у меня это получилось. Я очень много читал, я очень много читал про то, почему люди поступают так в жизни так или иначе. В смысле, мне это помогло. И это помогает потом дальше в жизни. Я могу понять человека, почему он стремится. Не всегда и не везде, конечно, но зачастую это достаточно просто. Джок. Конечно же нет. Просто чтение книг не даст тебе ума. Наверное, практическое применение книг, ну и какие уроки из этих книг. И не надо из каждой книги вытаскивать урок. То есть не надо потом выписывать, да, я прочитал «Войну и мир», вот 10 уроков, которые я вынес. Но при этом надо стараться читать не ради чтения для того, чтобы убить время, а пытаться понять, узнать что-то новое. Биринчи айлык. Ну, наверное, первая серьезная зарплата. Я работал переводчиком в 10 классе. Летом подрабатывал 3 месяца с американской геологоразведочная компания искала золото у нас. Я работал переводчиком с геологами 3 месяца. Большую часть своей зарплаты я отдал родителям.
да. Бул жакта балдар жазат окшойт. Футбол көрүп жатасызбы дейт. Кимге колдоо көрсөтүп атасыз дейт. Да, сегодня тяжелый день, я болею за Англию, она вчера проиграла, к сожалению. Проиграла, наверное, заслуженно, но мне очень нравится английский футбол, я болею очень сильно за английскую команду Арсенал уже 10 лет. И поэтому вот как-то ближе всего среди этих сборных была сборная Англии. К сожалению, она проиграла. Бул жака WhatsApp'ка келген суроо экен. Тилек Акматов, сизде эртең менен эрте турууга эмне шыктандырат? Необходимость, то, что меня ждут на работе, то, что меня ждут дела, проекты, мои коллеги, моя семья, мои родные. В смысле, я должен отвезти своего сына в детский сад, поговорить с ним по дороге, посмотреть, чтобы он поел, оделся правильно. Ну, такие, наверное, базовые вещи, которые в жизни любого человека есть, из-за которых ты рано утром просыпаешься, встаешь, едешь на работу. Тилек байке чындап жооп берсеңиз дейт, сизди жаман көргөн адам сизди кантип сүрөттөп бермегиле дейт. Өспүрүмдөрдүн суроосу албетте. Да, хороший, очень хороший вопрос. Жаман тарабы эмне көрөт деп айтат эмеспи? Наверное, жаман тараптардан болсо ленивый, высокомерный, наверное, может быть, нерешительный или конформист, который считает, что, в смысле, который не абсолютист, то есть, в смысле, человек, у которого нету своего мнения ярко выраженного. Наверное, вот так вот можно описать самые худшие мои стороны, если пытаться их гиперболизировать. Негизи айтып коет эмеспи, адамга айтылган сынды туура кабыл алыш керек жана ошону көтөрө билиш керек депчи. Сиз бул сындардын баарына кошуласыз деп билесиз, эгерде сиз ушинтип айтып жатышса? Я бы выслушал, однозначно, в смысле, попытался бы понять, почему, провел бы через свой внутренний фильтр, и потом бы решил, принимать это или не принимать. Потому что нужно слушать, уметь выслушивать критику, но надо уметь выслушивать конструктивную критику. Потому что много кто в жизни будет пытаться специально или не специально критиковать вас, сбивать с вашего пути. В смысле, не всегда нужно поддаваться этой критике. Но при этом надо критику уметь выслушивать. Принимать или не принимать — это другой вопрос. Адам жашоосунда эки нерседен жаңылбаш керек дейт. Биринчиси жубай, экинчиси кесип дейт. Сиздин бул жашоодо жаңылган учурларыңыз кездешеби? Аны кантип көтөрүп кете аласыз? Ну, в этих двух важных вещах я верю, что я не ошибся. Негизи башка жаңылгандарыңыз болду беле? Да, конечно. Жизнь, вот в смысле, с чем надо уметь в этой жизни справиться, это, наверное, с неудачами и с поражениями. Они будут у всех. Они будут всегда. Один из моих призывов — не бойтесь нового, не бойтесь перемен. Старайтесь совладать в этой жизни с переменами, с изменениями. И они зачастую будут сопровождаться неудачами, ошибками. Принимайте эти ошибки, анализируйте их, выносите из них уроки. Каждая ошибка, которую вы проанализировали, поняли, почему она произошла, и сделали все, чтобы она не повторилась, делает вас сильнее и успешнее. Бул жактан суроолор келип атат. Быйыл Билайынга 20 жыл болду дейт. Эки сөз менен ушу Билайындын ош кыйшыктардын бүгүнкү абалын сүрөттөп бере аласызбы? Башынан кандай күндөрдү өткөрдү дейт. У нас достаточно молодая страна, поэтому для нашей страны, когда крупной компании исполняется 20 лет, это серьезный срок. Компания успешная, большая, на слуху, все в этой стране, наверное, знают про эту компанию. Большей частью история достаточно успешная. Сейчас компания находится на перепутье, мы перестраиваемся, мы трансформируемся. Помните, я говорил, не бойтесь изменений. Жизнь меняется, условия в ней всегда меняются. Это касается как людей, так и компаний, так и стран. В смысле, чего угодно это может касаться. Жизнь всегда течет и меняется. Бизнес меняется, поэтому сейчас компания понимает, что бизнес-условия сильно поменялись, и компании нужно адаптироваться, нужно меняться. И вот сейчас мы, как компания, сильно меняемся. 7 жылдан бери Билайн симкасын колдонуп келем дейт. Алдыда сиздерден жаңы эмнелерди күтсөм болот? Башка симканы алмаштырбай ошон үчүн.
Мы очень постараемся вас удивить. Когда я говорю, что компания трансформируется и меняется, мы осознаем себя, пытаемся осознать себя больше, чем сотовым оператором. Кто сказал, что Билайн должен навсегда остаться сотовым оператором? Ничего не бывает навсегда. Поэтому я очень надеюсь, что в ближайшее время мы начнем себя показывать не как сотовый оператор, а как нечто большее. И надеемся, что удивим вас, и вы не зря носите эту сим-карту 7 лет. Спасибо, кстати, за то, что вы это делаете. Билайнга кантип жумушка кирсем болот дейт бул жакта жазыптыр. Кандай сапаттарга ээ болушум керек дейт. Билайн компания большая, требуется часто очень много разных специалистов. Что нужно? Умение мыслить критически, много работать, самосовершенствоваться, готовность к изменениям, готовность сотрудничать с коллегами, с другими людьми, с тем, с кем ты работаешь, потому что без этого в большой компании нечего делать. Кыргызстанда көптөгөн компаниялар бар дейт. Билайн эмнеси менен айырмаланып турат дейт. Эң негизги сапаттарын сүрөттөп бере аласызбы дейт. Есть внешние показатели, которые видны всем и каждому. Мы очень большие, мы достаточно успешные, мы известные. Это может сказать любой, кто взглянет на компанию снаружи в первый раз. Если присмотреться более глубоко, то на самом деле мы решились на очень большой эксперимент. Такая большая компания, когда пытается трансформироваться, это нелегко дается. И изнутри мы сейчас проходим очень интересные разные этапы развития. И внутри очень многое, наверное, отличается. Потому что редко, когда большая компания, это обычно динозавр, в котором, в смысле, все вот заведено в одном порядке, и изо дня в день это все повторяется. Сейчас у нас внутри столько изменений происходит. Наверное, этим сейчас эта компания отличается на рынке. Кыргызстанда жумушка кириш үчүн акча бериш керек дейт. Сиздерге кириш үчүн акча берсек болобу дейт. Коррупция барбы дейт сиздерде? Вот одно из отличий, кстати, наверное, может быть, не всегда видно снаружи, это то, что у меня лично нетерпимость к коррупции. В английском языке называется нулевая, то есть есть термин нулевая терпимость, то есть ты не терпишь никаких признаков коррупции. И мой вам совет, мы живем не самое простое время, не самое простое, наверное, стране. Коррупция – одна из самых больших проблем, она разъедает наше общество на протяжении уже десятилетий. Это тупиковый путь, мое мнение, но это только мое мнение, это тупиковый путь. Там, на той работе, где с вас требуют взятку на то, чтобы туда прийти, постарайтесь не идти туда. Вообще мой совет, идите на ту работу, где вас будут ценить. Будут ценить конкретно вас, не ваши деньги, не ваших родственников, не вашу крышу, а именно вас. Вас, как успешного, трудолюбивого человека, который достигает чего-то. Если вы видите, что в компании, это не обязательно компания, в смысле, любое место, где вы понимаете, что своим трудом, своими мозгами, своими руками вы можете чего-то добиться, и люди будут ценить это, ищите именно такую работу. Очень сложная тема. На самом деле, я верю в одно. Я верю в то, что эту страну, мы маленькая страна, небольшая. Китайцы смеются, мы все друг друга в лицо знаем. Половина этой страны мои родственники или знакомые моих родственников, или родственники моих родственников. Я верю в одно. Я верю в то, что эту страну очень быстро можно развить, и мы можем совершить скачок в экономическом плане развития. Но для этого требуется очень много вещей. В первую очередь люди. И в первую очередь то, что у людей вот здесь. Жумгал районунун Мюкуш айылында интернет жакшы иштебейт Билайнда дейт. Жакшыраак иштетсеңер болобу? Болот, атайын именно что Минкушты жазып алайын. Мы постараемся, я постараюсь посмотреть, когда туда придет связь 3G или 4G, я так понимаю, вопрос, наверное, про это. Кстати, она придет неизбежно.
Да, это сложный вопрос. У меня очень много опыта в работе с людьми. Я знаю, как вырастить хорошего специалиста, потому что я уже делал это и не раз. А вот как вырастить успешного человека с вот такого возраста, для меня это большая задача. И одна из больших целей. Я ищу, стараюсь, пытаюсь понять, как это сделать. Ну, на самом деле это очень непросто. Очень хорошо. Моя мама часто говорила раньше: ты все поймешь, когда у тебя будут свои дети. Да, балаңды бала болгон. Тилек байке, дагы башка өлкөдөн сунуштар түшсө, ошол жака кетип каласызбы? Я не знаю, никогда, наверное, нельзя загадывать. Я не знаю, как все поменяется. Я бы не хотел уезжать из этой страны. Я 10 лет провел вне этой страны. Я принял решение, кстати, одно из решений, когда я решился, что да, моя зарплата должна быть ниже, потому что я хочу жить в своей стране. Ну, не знаю, в смысле, надеюсь, что этого не будет. Я очень хочу остаться здесь уже все до конца. Сиз жашооңузда колдонгон кандай цитаталар бар? О, цитаты. Иногда мои коллеги смеются, потому что, в смысле, я сборник цитат. Каких-то чужих цитат, каких-то своих там цитат. Сейчас все вспомнить, наверное, достаточно сложно. Но Жаман киши макалчы, да? Жаман теке сакалчы, а я вот как раз таки тот самый макалчы. Я очень люблю пословицы, поговорки, потому что это сконцентрированная мудрость поколений, наверное, в смысле людей. Единственное, важно правильно их применять. Имеется в виду, в смысле, правильно интерпретировать и в правильное время, в смысле, применять. И понимать, что да, это вот макал, это про текущую ситуацию, про мою, там, то, что сейчас происходит в жизни. Кыргызча билесиз дейт. Кыргыз тилин сөз бериш керек деген пикирге кандай карайсыз дейт? Несмотря на то, что я даю сейчас интервью на русском языке, я верю в то, что да, в смысле, каждый должен знать свой язык. Я тоже знаю свой язык. Единственное, что 10 лет я провел вне этой страны, и в течение этих 10 лет я гораздо больше разговаривал на английском языке, нежели на русском или на кыргызском, или на турецком, который я тоже знаю. Поэтому сейчас я бы не хотел ударить в грязь лицом на этом интервью, поэтому я применяю тот язык, на котором, наверное, чуть более свободно общаюсь. Потому что мне важно, в смысле, когда я услышал вчера, о чем будет интервью, для какой аудитории, для меня эта аудитория очень важна. Мен жалкоолонуп эле жатам, бир сөз менен мени жалкоолонбой коюңузчу дейт. Жалкоолорго кандай кеңеш берет? Там простой совет. Перестаньте это делать. Жизнь пролетает, она идет очень быстро. Ребята, в смысле, особенно в молодом возрасте, день идет за 2, за 3. Один день пропущенной твоей жизни, где ты провалялся. Кстати, иногда надо валяться на диване. Иногда нужно плюнуть на все, и можно проваляться день, 2, 3 на диване. В смысле, иногда это полезно. Но часто это делать, постоянно это делать, нет, ни в коем случае. Бардык эле жумуштун оң жана терс жактары болот. Сиздин жумушуңуздун терс жактарын айтып бериңизчи. Есть неприятные моменты в любой работе. Это сложности, это давление. Большие результаты требуют больших усилий, больших рисков. Иногда мы ошибаемся, иногда мы разочаровываемся, иногда мы понимаем, что поступали неправильно или делаем что-то неправильно. В этот момент нужно понять, признать это, в смысле, и идти дальше. Футбол көрүп жатам дедиңиз деп, канча ставка койдуңуз? Я принципиально не ставлю ставки. Не играя в казино, не ставлю ставки. Я не верю в лифты. Я не покупаю лотерейный билет. Я знаю, что нужно шаг за шагом по ступеньке подниматься. Волшебных несуществующих лифтов очень мало в жизни. Кыйынчылыктарды жеңе билүү үчүн адамдын жанында кандай куралдар болушу керек? Вера в себя. Все пройдет. А потом очень многое зависит от того, как ты на это смотришь, как ты это воспринимаешь. Можно впасть в депрессию из-за того, что
что-то не получилось, то, над чем ты работал несколько лет, не получилось. Можно впасть в депрессию на несколько лет, а можно попытаться сказать себе, да, в этот раз не получилось, в следующий раз получится. Сүйлөшкөн кызым таштап кетти дейт. Сиз дагы биринчи сүйүүңүздү эстейсизби? Жана сүйлөшкөн кызыма кайрылыш үчүн кандай кеңеш бере алат элеңиз? Да, я помню свою первую любовь, но сейчас я понимаю, там, спустя 20 лет, я понимаю, что это было на самом деле мимолетное увлечение. Да, в тот момент во мне играли гормоны, я был очень молод, мне казалось, что это конец света. На самом деле сейчас рядом со мной спутник жизни, который со мной 10 лет, и сравнивая, я благодарен Богу, что, в смысле, тогда я не увлекся этим первой любовью, и что в итоге я потом встретил человека, которого сейчас люблю. Ребята, моя первая любовь была неудачная, в смысле, я тоже впадал в депрессию. Та девушка, в которую я влюбился в первый раз, если это можно назвать любовью, ну, влюбленностью, скажем так, не ответила мне взаимностью. Тогда мне казалось, что все, да, в смысле, зачем вообще нужен весь этот мир, если эта девушка, в смысле, я ей не нравлюсь. Зачем вообще все это? Тогда моя мама, улыбаясь, мне говорила, что, слушай, это все пройдет. Тогда я ей не верил. Я вам сейчас это говорю, что это тоже пройдет. И вы мне тоже не верите. Но это пройдет. Не знаю, возможно, в смысле, я вступлю, наверное, ну да, любовь. Понимаете, любовь, в смысле, не только к женщине или к мужчине. Любовь к жизни, любовь, не знаю, к справедливости, любовь там, к гармонии. Да, любовь к труду, любовь к созиданию. Да, она должна быть. Да и кто я такой, чтобы спорить с Битлз, которые пели, что all you need is love? Я согласен, просто не надо интерпретировать любовь как любовь конкретно отдельно взятому человеку. Урматтуу достор, бизде конокто Билайн компаниясынын топ-менеджери Тилек Ахматов байкебиз бар. Анықтан суроолоруңарга жакшы эле жооп берип атабыз деген үмүттөбүз. Тилек байке, мына убактыбыздын аягында айтсаңыз, биздин өспүрүмдөргө, жаштарга билесиңби KG'нин көрөрмандарына кандай сунуштарыңыз, каалоолоруңуз, кеңешиңиз бар? Ну, наверное, верьте в себя, верьте, что все будет хорошо, но одной веры недостаточно. Работайте, трудитесь, и тогда все будет хорошо. Достор, биз сиздер менен коштошобуз. Тилек байке, сизге чоң рахмат. Сизге да рахмат. Берсин. Дайыма биздин жаштар менен биргеликте иш алып барып турабыз деген тилектерибизди айтабыз. Сиздер менен коштошобу достор. Кийинки эфирге чейин сак саламатта калгыла. Да, пожалуйста.